Мгм. Время. Добрый день, участники вебинара обновление содержания общего образования в проектах федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. Я рада приветствовать вас на первом вебинаре из целой серии. Начиная с января 2020 года Институт развития образования запланировал целый ряд мероприятий в рамках сопровождения внедрения обновленных в ГОС. Мы понимаем прекрасно, что еще нет приказа об утверждении обновленного содержания в ГОС, но тем не менее мы прекрасно понимаем также и то, что этот процесс уже запущен, начат и никоим образом уже не будет остановлен, поэтому нам с вами надо быть готовыми ко всем тем изменениям, которые происходят в современном мире и в современной системе образования Российской Федерации. Мы помним, что одним из важнейших преобразований в системе отечественного образования в 2011 году явилось внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, которые были продиктованы необходимостью подготовки выпускников к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Мы с вами в этом году, фактически учебном году, заканчиваем реализовывать программы по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. И мы помним, что с 2020-2021 учебного года мы с вами переходим на также последний в ГОС среднего общего образования уже в штатном режиме. Но и несмотря на это, нас с вами ждут изменения и в ныне существующих федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. В этой связи этим вопросам у нас сегодня посвящен первый такой ознакомительный вебинар. В дальнейшем у нас запланировано проведение серии семинаров, круглых столов, конференций, на которых мы будем рады вашему присутствию. Надеемся на активное включение в деятельность. И мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент система образования немыслима без федеральных государственных образовательных стандартов. Тем более за те 8 лет апробации, которые проходят. Сейчас у нас с вами заканчивается тех реализаций ныне существующих федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. В жизни поменялось очень много, и поэтому обновление содержания в ГОС, оно, в принципе, вполне логично. Кроме того, коль скоро мы приглашали к участию в этом вебинаре методистов, методические службы управления образованием, методические службы образовательных организаций, то позвольте мне говорить с вами еще и в устраивании новой системы методического сопровождения в рамках поручения президента Российской Федерации от 2018 года. Все мы с вами помним, что в рамках поручения от 7-го президента Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2018 года была поставлена задача о вхождении Российской Федерации в десятку стран-лидеров по качеству системы образования. Фактически мы понимаем, что невозможно создать вот эту вот систему, повысить качество образования без каких-либо изменений. И мы все, живя в информационном поле, в едином информационном поле, знаем какие-то изменения. Это и обновление федеральных государственных образовательных стандартов, это и различные проекты федерального значения для повышения уровня качества образования. И в том числе это и национальный проект образования, который был запущен у нас с вами 1 января 2019 года. Фактически вы помните, что эта инициатива направлена на достижение двух ключевых задач. Первое – это фактически достижение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. И вторая – это воспитание гармонично развитой социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. И исходя из вот этих вот двух целей, у нас появилось с вами 10 задач, которые легли в основу, каждая из которых легла в основу того или иного федерального проекта. Их также 10.
Это и современная школа, это и успех каждого ребенка, и социальные лифты для каждого. Все мы с вами профессионалы, мы знаем эти программы, мы с ними знакомы, с этими федеральными проектами. Я лишь напомню, что национальный проект образования запланирован у нас с вами до 2024 года. И в этой связи с марта по апрель 2019 года у нас с вами проводилась работа по обновлению содержания федеральных государственных образовательных стандартов. И в декабре, 5 декабря 2019 года в Москве проведена 4-я Всероссийская конференция региональных учебно-методических объединений по общему образованию с участием Ольги Юрьевны Васильевой. Вы на слайде видите и программу этой конференции, и фактически те ключевые задачи, которые перед нами поставил министр просвещения Российской Федерации. Весь ее доклад и в дальнейшем почти полуторачасовое живое общение с публикой. Вы видите, что зал был переполнен. Вопросов было много, вопросы были разные. Так вот, в связи с этим можно выделить 5 основных ключевых задач, которые стоят на сегодняшний день перед педагогическим сообществом. Во-первых, первая задача – это профессиональный стандарт педагога. Мы с вами говорим про это явление в нашей жизни, начиная с 2013 года. Он дорабатывался, утверждался и так далее, но тем не менее на сегодняшний момент этот документ прошел лишь апробацию. Поэтому, начиная с 2020 года, мы говорим о том, что профессиональный стандарт педагога начинает работать. Уже не в режиме апробации, а в штатном режиме. Второе, что направление, что, собственно, напрямую связано с профессиональным стандартом педагога, это система учительского роста. Так называемая, все мы с вами знаем программу «Национальная система учительского роста». Мы помним, что в 2013 году было дано поручение президента Российской Федерации о разработке такой системы. Система учительского роста рассматривается и создавалась первоначально с идеей прямой и простой. В чем она заключалась? Она заключалась в том, чтобы каждый педагог сумел найти свое место в системе образования, чтобы каждый педагог смог при помощи методических служб, при помощи психолога выстроить индивидуальную траекторию собственного профессионального роста. И фактически мы видим, что тот 21 регион, в которых проходила апробация этой системы, действительно показывают результаты. Действительно, педагоги приняли эту систему, работают в ней и получают уже реальные результаты. И, соответственно, первые 2 направления, они напрямую связаны и влияют, зависят от них, зависит качество образования. Кроме того, неоднократно мы с вами слышали и из уст, в том числе и президента Российской Федерации, о том, что Россия у нас с вами занимает первое место, входит в число лидеров, занимает первое место, подчеркну, по количеству домашнего задания на каждого обучающегося. И аналогично в декабре месяце на Всероссийской конференции Ольга Юрьевна в очередной раз подчеркнула, что, коллеги, не должно быть такого, что у нас первоклассник делает домашнее задание по 5-6 часов. А такие прецеденты у нас есть. Поэтому еще в 2016 году перед образовательными организациями ставилась задача разработка положения о домашнем задании, о вариативности домашнего задания, о различных формах, видах и так далее. Но, к сожалению, анализируя сайты образовательных организаций Республики Коми, мы констатируем, что лишь незначительное количество образовательных организаций услышали и реализуют это направление. И до сих пор у нас с вами, к сожалению, ситуация не изменилась. И поэтому как раз-таки федеральные государственные стандарты, образовательные стандарты нацелены в том числе и на это. И последнее направление, о котором говорила Ольга Юрьевна, это федеральный перечень учебников. То, что
естественно, вполне логично. Если мы меняем образовательные стандарты, то, соответственно, мы меняем и учебно-методические комплексы к ним. И Ольга Юрьевна неоднократно в ходе своего выступления, в ходе живого общения в дальнейшем подчеркнула следующую мысль о том, что необходимо возрождать систему региональных, муниципальных и школьных методических служб, выстраивая своего рода вертикаль. То есть мы говорим о том, что процессы введения обновленных в ГОС требуют специально организованной деятельности образовательных организаций, методических служб и нового содержания повышения квалификации кадров. И в данном случае, посмотрите, мы говорим о том, что типовое положение об учебно-методическом объединении по общему образованию включало в себя 6 основных направлений. Из них, к сожалению, современные реалии говорят, что реализуются только 2. Это сопровождение введения в ГОС и разработка примерных образовательных программ. К сожалению. А все остальное – это, собственно говоря, предложения по выработке проектов, поступающих на рассмотрение в органы исполвласти, научно-методическое, учебно-методическое сопровождение в ГОС и основных образовательных программ, участие в разработке и принятии изменений концепции учебных предметов. Коллеги, если бы наши методические службы принимали более активное участие в разработке предметных концепций, возможно, все бы они были бы уже утверждены. Вы сами прекрасно понимаете, что есть ряд предметов, по которым концепции еще не приняты, и их доработка, и либо же приняты с условием доработки, переработки там, и так далее. И их принятие отложено на 2020 год. Кроме того, к сожалению, учебно-методические объединения не участвуют в анализе мониторинга реализации в ГОС, в том числе сформированности тех или иных компетенций обучающихся. И посмотрите, красненьким выделено в красную рамочку взяты слова, это цитата Ольги Юрьевны, которая говорит о том, что участники системы образования должны гарантировать ребенку и семье оптимальный, понятный результат воспитания и образования, который соответствует возрасту, обеспечивает последовательность изучения основных наук, формирует личностные качества, создает прочную основу обучения на следующем уровне общего и профессионального образования. Это, коллеги, то, о чем мы с вами регулярно говорим. У нас нет преемственности, к сожалению, мы это констатируем, между начальным общим и основным общим, между основным общим и средним общим образованиями, между разными уровнями. Но эту задачу, эту проблему также решает обновленный ГОС. И исходя из этого, Ольга Юрьевна предлагает, мы говорим о том, что предлагает утвердить обновленные в ГОС, потому что действительно, посмотрите, мы исследования результатов реализации в ГОС выявили затруднения, связанные, во-первых, с обобщенным характером формулировок, во-вторых, отсутствие необходимых преемственности содержания начального общего и основного общего, и недостаточная степень проработанности региональных правовых актов. То есть обновленный в ГОС призваны решить все эти проблемы. И исходя из этого, посмотрите, цели обновления федеральных государственных образовательных стандартов – это обеспечение лидирующего, соответственно, положения России в области фундаментального исследования. Кроме того, мы видим это сохранение глубины, фундаментальности. То есть эти понятия никуда не уходят, они только несколько видоизменяются. И в этой связи, опять-таки же, хотелось бы подчеркнуть, посмотрите, во-первых, это замкнутый цикличный процесс. Проблемы вызывают приводят к тому, что мы ищем пути решения, ставим какие-то сроки, реализуем, но все это возможно только при одном условии, когда у нас есть кадровый потенциал. И при этом, посмотрите, опять-таки же выделено специально, чтобы акцентировать ваше внимание, требования к кадровым условиям. Это соответствие квалификационным требованиям,
И в этой связи вспоминаем профессиональный стандарт педагога и национальную систему учительского роста. Это поддержка актуального уровня квалификации. И тут мы вспоминаем про непрерывность образования. Далее, эта численность определяется особенностями программы и численностью контингента обучающихся. И последнее – это укомплектованность организации работниками. Кроме того, исходя из требований федеральных государственных образовательных стандартов, исходя из реалий современного мира, образовательная ситуация должна быть выстроена четкая иерархия методических служб. Начиная с федеральных учебно-методических объединений по общему образованию, проходя через республиканские методические объединения, формируясь в муниципальные методические службы и доходя до уровня методической службы каждой образовательной организации. При этом специально цветом выделили, какой функционал закреплен за какой образовательной организацией, за какой муниципальной службой. Посмотрите, фактически на откуп методической службы образовательной организации у нас с вами остается контроль состояния качества преподавания учебных предметов, организация консультативной помощи учителям-предметникам. В данном случае мы с вами говорим о построении индивидуальной траектории сопровождения педагогических кадров, которая должна быть разработана в образовательных организациях. Кроме того, это составление индивидуальной траектории методического сопровождения педагогов, не всех, как в предыдущем пункте, а испытывающих затруднения. А это, коллеги, не только наши с вами молодые педагоги, но в целом педагогическое сообщество. И эти затруднения нужно нам с вами каким-то образом выявлять. Соответственно, должны быть разработаны соответствующие мониторинги и программы. Далее, в этой связи Институт развития образования выполняет свой функционал, делает достаточно много. У нас есть и проект «Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов», и работа с результатами оценочных процедур. Вы видите, это значительное направление деятельности. И сопровождение инновационного проекта Министерства просвещения Российской Федерации, мониторинг функциональной грамотности и различные другие, там, адресная помощь, сопровождение педагогов и так далее. То есть мы делаем эту работу, но без вашей помощи, без вашего активного участия нам не справиться. Кроме того, посмотрите, в соответствии с обновленными в ГОС, сейчас, секундочку, коллеги, технический сбой. И моргает картинка. У меня только. Так, хорошо, замечательно. Тогда, коллеги, прошу прощения, технический сбой только у меня. Картинка пропадает, то есть черный экран, а потом появляется заново. У вас все хорошо, да? Итак, смотрите, целевые группы федеральных государственных образовательных стандартов. Это у нас и родители, и разработчики контрольно-измерительных материалов, и руководители образовательных организаций. То есть это все те участники, которые у нас с вами установлены законом об образовании еще в 2012 году. При этом посмотрите, основная группа, те, кто стоит у нас сверху, это родители, как наши родители законных представителей, как заказчики образовательных услуг. Что изменилось? Изменилось следующее. При разработке обновленного в ГОС учитывали также, помимо региональных, национальных, этнокультурных особенностей, цивилизационного наследия России, учитывали и инновационную экономику, и стратегию научно-технического развития, которая была принята у нас с вами на период до 2021 года. Кроме того, доработки в ГОС у нас к требованиям. Фактически мы говорим о том, что обновление содержания в ГОС произошло по двум направлениям. Это требования к условиям реализации основной образовательной программы. И второе – это требования к
детализация, конкретизация требований к результатам реализации основной образовательной программы в соответствии с ВГОС. Чтобы более подробно по ней поговорить, то есть посмотрите, структура основной образовательной программы осталась такая же. 3 раздела: целевой, содержательный, организационный. Вариативность осталась. Единственное, в содержательном разделе, если мы раньше говорили о программе воспитательной работы и социализации, то сейчас мы говорим про программу воспитания. И добавилось, фактически мы говорим о том, что программа коррекционной работы при наличии детей данной категории. То есть тут она у нас устанавливается. Организационный раздел фактически у нас с вами остался. Единственное, мы теперь развели в отдельные пункты. Если раньше учебный план, календарный план и характеристика условий это были все в одном, то теперь план внеурочной деятельности, то мы, соответственно, развели их на 4. Из 2 пунктов сделали 4, несколько конкретизировав и детализировав. В этой связи я воспользуюсь презентационным материалом наших с вами федеральных коллег. Это фактически материалы, которые предоставлены разработчиками обновленного ВГОС в свободном доступе, поэтому права авторства сохранены. Посмотрите. То, о чем мы с вами говорим, что фактически ВГОС начального общего подразделяется и основного общего тоже, собственно говоря, соответствует. ВГОС устанавливает вариативность сроков реализации образовательной программы для лиц с УВЗ детей-инвалидов при обучении по адаптивным программам, то, чего у нас с вами раньше не было. Далее, если мы идем по структуре, то, как я уже сказала, целевой раздел у нас не изменился. Он также включает пояснительную записку, планируемые результаты, систему оценки достижений планируемых результатов освоения программы. Но планируемый результат освоения обучающимися программы общего образования у нас с вами теперь детализировано по годам обучения. Если в ныне действующем ВГОСе начального общего и основного общего у нас с вами есть планируемый результат освоения образовательной программы на период обучения или на уровень обучения, начальный, основной. И там уже в рамках своей программы мы варьируем, либо это по годам разбиваем самостоятельно, перенося те или иные дидактические единицы, и имея такую возможность, соответственно, и планируемые результаты выстраивая, исходя из этих моментов, то здесь у нас с вами происходит детализация результатов освоения программы по именно годам уже обучения. Далее, что еще мы можем сказать? Происходит обобщение понимания личностных результатов, уточнение, конкретизация предметных и метапредметных результатов, то, о чем, в принципе, я уже и сказала. Далее, что происходит далее? Организационный раздел, опять-таки же, у нас включает в себя обязательные предметы, объем, учебные предметы, курсы дисциплины, внеучебные курсы, состав, структура, форма. То есть здесь у нас с вами не поменялось ничего, но единственное, мы разбили их на 4. Вместо 2 пунктов у нас получилось 4. Содержательный раздел. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. План индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. Да, то есть как бы у нас есть также незначительные изменения, поэтому доработка основных образовательных программ нам с вами предстоит колоссальная. Посмотрите, вместо программы воспитания и социализации у нас с вами появляется программа воспитания, которая является структурным элементом основной образовательной программы. Вы видите, что есть представлены требования к структуре этой программы. Вы видите, что это и анализ воспитательного процесса в организации, а его мы, как правило, с вами не проводили, только в рамках, наверное, написания самоанализа. Ну и его мы можем тоже, в принципе, с вами использовать в данном случае, да, наверное. Цели, задачи воспитания были, виды, формы содержания были, система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции обучающихся. Вот этот пункт, структурный элемент в каких-то программах был, в каких-то не был, и поэтому тут вот возникает небольшой вопрос. И посмотрите,
то новое, что у нас появилось, это реализация в единстве урочной и внеурочной деятельности. Причем внеурочную деятельность мы должны выстраивать совместно с семьей и другими институтами воспитания. Мы с вами это и сейчас делаем, потому что под институтами воспитания мы все прекрасно понимаем, что подразумевается. В рамках классных часов проведения различных мероприятий мы приглашаем с вами и сотрудников МВД, и сотрудников правоохранительных органов, и сотрудников государственной власти, и представителей государственной власти. То есть представителей институтов воспитания мы с вами привлекаем. Но сейчас у нас с вами в рамках программы воспитания это должно быть представлено именно как системная деятельность, системная работа. Ну и приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе, оно у нас с вами было, оно никуда не делось, оно так и осталось. Фактически это программа воспитания, основная цель программы воспитания и социализации личности. Мы адаптируем ребенка, погружаем, социализируем к тем условиям, которые созданы в нашей стране. Требования к условиям у нас с вами подразделяются на 6 основных категорий. Это общесистемные, финансовые, кадровые, психолого-педагогические, учебно-методические, материально-технические. Общесистемных требований у нас по ныне действующему в ГОСу не предполагалось. Были финансовые, кадровые, учебно-методические, материально-технические. Вы видите, что под общесистемными требованиями мы с вами понимаем требования к образовательной, развивающей среде, в том числе к информационно-образовательной среде для обучающихся с использованием электронных, дистанционного обучения, электронная информационно-образовательная среда и так далее. Все остальные 3 условия, информационно-образовательная среда, мы понимаем, что доступ к учебным планам, то есть то самое открытое образовательное пространство, курсы внеурочной деятельности, учебные издания, рабочие программы, ход образовательного процесса, результаты промежуточной итоговой аттестации по программе общего образования. Мы понимаем, что в принципе на сегодняшний день в рамках деятельности образовательных организаций эта открытость есть, она присутствует. То есть мы на сайтах образовательных организаций размещаем и видим эту информацию. Но, к сожалению, не у всех, поэтому обратите, пожалуйста, внимание. Вы видите доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах, критериях оценки результатов обучения. Мы с вами когда-то, еще лет 5 назад, договаривались о том, что критерии оценивания должны быть прозрачны, понятны и родителям, и обучающимся. И они должны быть унифицированы. То есть система оценивания тестовых ответов, устных ответов, написания сочинений и так далее, они должны быть прозрачны, понятны, одинаковы. Коллеги, к сожалению, анализируя сайт образовательных организаций Республики Коми, смело можно констатировать, что это не так. Приведу пример. На сайте одной из образовательных организаций Республики представлена рабочая программа учебных предметов география и математика. По одному предмету оценка тестовых заданий. По одному предмету, не буду сейчас говорить по какому, 75% это 3. По другому предмету 75% правильно выполнил задание, это 4. И тут у меня возникает вопрос, коллеги, а как вы родителям объясняете, почему по одному предмету 75% выполненных заданий, то есть 3/4, ребенок получает 3, а по другому 4. Система оценивания должна быть одинаковая. Кроме того, смотрите, появляется новое требование, это реализация проведения учебных занятий с применением электронного обучения. Это российская электронная школа, мобильная электронная школа, дистанционная образовательная технология. Мы с вами живем в условиях севера, где в конце января-феврале классически у нас с вами начнутся актированные дни, карантины и так далее. И исходя из этого у нас с вами возникает такая проблема, как нереализованные учебные
нереализованные дидактические единицы, невыданные дидактические единицы, нереализованная программа по ряду предметов. При этом, коллеги, на уровне республики в 2017 году было принято решение о том, что на усмотрение образовательной организации мы можем привлекать дистанционные образовательные технологии. К сожалению, наша школа сейчас очень мало использует эту возможность. А ведь это уникальная возможность дистанционной образовательной технологии при построении индивидуальной траектории сопровождения обучающегося, исходя из его запросов и исходя из наших педагогических целей. Ну и кроме того, мы говорим о том, что появляется требование к взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети интернет. Что мы тоже на сегодняшний день используем, но крайне редко и крайне мало. Далее мы с вами видим, что не туда пошла, коллеги, секундочку. Требования к материально-техническим условиям – это действующие санитарные противопожарные нормы, они не изменились. Ссылки на требования СЭС, кроме того, ссылки на требования, установленные правовыми актами органов управления образования, это федеральные, региональные, муниципальные, требования к реализации интегрированных образовательных программ. Далее, посмотрите, происходит колоссальное изменение требований к учебно-методическим условиям. В данном случае в действующем в ГОС учебно-методическое информационное обеспечение реализации основной образовательной программы, основного общего образования должно обеспечиваться, вы видите, целым рядом показателей. В обновленном в ГОС только два требования. Первое – обеспеченность учебниками. Я напоминаю, не старше 5 лет, и обеспеченность доступа к электронным образовательным ресурсам, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. То есть фактически все те требования, которые существовали ранее, их просто укрупнили до 2 групп. Далее мы говорим о требованиях к психолого-педагогическим условиям. И вот здесь вот у нас появляется требование к психолого-педагогическому сопровождению квалифицированными специалистами. И здесь мы говорим о том, что в образовательной организации должны появиться такие специалисты, как педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор и социальный педагог. Положа руку на сердце, мы понимаем, что в ряде образовательных организаций Республики Коми на сегодняшний день даже нет штатного психолога, либо социального педагога, либо же вот эти две должности, они у нас с вами объединены, соединены и так далее. И функционал, соответственно, тоже. При этом, посмотрите, в ГОС, уже понимая, что у нас у огромного количества обучающихся есть проблемы с речью, подразумевают, что в школе должен быть учитель-логопед и учитель-дефектолог. Причем это должны быть высвобожденные должности. То есть не учитель начальных классов-учитель-дефектолог или логопед. Ни в коем случае. Высвобожденные должности, которые работают на все образовательное пространство организации. Далее, опять в очередной раз, хотя в ГОСы даже ныне действующие, уже неоднократно нам с вами говорил о том, что должно быть индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ. В очередной раз нам с вами об этом говорят, что мы должны выстраивать индивидуальные траектории сопровождения. А для того, чтобы мы умели с вами это делать, нас надо этому научить. Чему будут посвящены наши следующие семинары, вебинары и круглый стол в апреле месяце. Осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения участников образовательного процесса. Причем, посмотрите, мы говорим здесь не только об учащихся, но участники в целом.
А я напоминаю, что участником образовательных отношений у нас являются и обучающиеся, и родители, педагоги, администрация, если мы пойдем по укрупненным группам. И как раз-таки вот оценка эффективности психологических программ, психологического сопровождения всех категорий участников. Требования к финансовым условиям, они не изменились, покрытие затрат на реализацию и так далее, поэтому на этом я не останавливаюсь. Ну и фактически то, чего также не было в ныне действующем ВГОС, это у нас с вами федеральные и региональные инновационные площадки. В ныне действующем ВГОС у нас не были прописаны, вообще не было разговора о такой форме организации работы образовательной организации. Сейчас же вводится отдельный пункт, в котором говорится, что организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеющая статусы федеральной или региональной инновационной площадки, разрабатывает, реализует основную образовательную программу, обеспечивая выполнение, самостоятельно определяя достижение промежуточных результатов по годам, этапам обучения. Поясню. Коллеги, у нас с вами есть, когда мы говорим про результаты, два уровня. Ученик научится, это базовый, и повышенный, ученик получит возможность научиться. Так вот, в рамках региональных и федеральных инновационных площадок мы с вами получаем такую возможность, что из раздела повышенного результатов ученик получит возможность. Мы можем перенести часть планируемых результатов в ученик научится. Для чего это делается? Это делается для лицеев, гимназий, образовательных организаций, которые реализуют программы углубленного изучения отдельных предметов, и в том числе федеральных и региональных инновационных площадок. Раньше они не имели этой возможности. Они точно так же в планируемых результатах прописывали «ученик научится». Теперь у них появилась возможность перенести, смешать, тем самым повышая уровень образования детей. Итак, у нас происходит, как я уже говорила, детализация требований к результатам. Это и личностные результаты. Посмотрите, у нас с вами было 10 укрупненных групп. Теперь у нас с вами стало 36 конкретных формулировок личностных результатов. Приведу примеры. Гражданское воспитание, готовность к выполнению и так далее, представление об основных правах. То есть у нас есть 36 конкретных формулировок. Не гражданское воспитание как таковое, не нечто оторванное, аморфное, непонятное, необъяснимое. Сейчас это у нас с вами конкретные данные. Кроме того, оценка результатов освоения основной образовательной программы. Посмотрите, ВГОС основного общего, проекты ВГОСа основного общего, начального общего образования. И тут следует обратить ваше внимание на следующее. Пункт 2. Итоговая аттестация по уровню начального общего образования проектов ВГОС НОО не предусматривают. О чем мы говорим? Мы с вами говорим о том, что раньше мы писали с вами контрольную работу в рамках итоговой аттестации в 4 классе. Теперь у нас будет формулировка следующая в рамках проектов. Контрольная работа или диагностическая работа в рамках промежуточной аттестации. Почему? Это связано с законом об образовании, где говорено, что каждый родитель обязан обеспечить своему ребенку получение основного общего образования. Мы понимаем, что это 9 лет. Ребенок не может остановиться на уровне, освоив только программу начального общего образования. После 4 класса сказать, я не пойду дальше учиться. Нет. Поэтому подразумевается, что да, начальное общее – это отдельный уровень образования, но при этом во взаимосвязи и в переходах от начального общего к основному общему образованию
Поэтому это как очередной ступенька в основном общем образовании. И поэтому аттестацию мы с вами проводим в 4 классе только за программу 4 класса. Никакой итоговой аттестации по проектам в ГОС начального общего образования быть не может. Итоговая аттестация у нас с вами проводится только, посмотрите, в порядке и в форме, которая устанавливается организацией только в 9 классе, ну в 11, если мы говорим про ГОС среднего общего образования. Ну и фактически аналогичная ситуация произошла с метапредметными результатами. Их было 16 укрупненных, теперь стало, в зависимости от уровня начального или основного общего, около 30 конкретных результатов. Ну и мы подчеркнем, что новое в детализированных требованиях к предметным результатам проектов ГОС использование 2 принципов. Это по частям, годам, либо же по модулям. Коллеги, вот такая основная информация, которую я хотела бы донести до вас в рамках ознакомления с обновленным структурой в ГОС начального общего и основного общего образования. 5 декабря на конференции, на 4-й Всероссийской конференции федеральных учебно-методических объединений из уст Ольги Юрьевны Васильевой прозвучало следующее, что в начале 2020 года будут утверждены, доработанные с изменениями, обновленные в ГОС. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время, январь-февраль, мы с вами получим этот документ уже со всеми изменениями, потому что вы знаете, что проекты вызвали значительные обсуждения в обществе, и поэтому вот уже со всеми изменениями, обновлениями мы с вами их увидим и будем готовы с ними работать. Институт развития образования сопровождает этот процесс. Мы готовы вам помогать, мы открыты к диалогу, поэтому если у вас возникают какие-то вопросы, пожелания, то звоните, обращайтесь, будем рады вам помочь, ответить на все ваши вопросы, либо я, либо сотрудники моего центра. Благодарю за работу, всего доброго, до свидания.